Приветствуя жителей ДНР и ЛНР, глава государства отметил, что руководство страны и столичная администрация сделают все необходимое, чтобы они чувствовали себя как дома. Мы вам благодарны, все нам нравится за теплый прием. Спасибо вам большое. А мы вам благодарны за то, что вы живы, здоровы, находитесь у нас здесь. Мы очень рады тому, что мы вместе, хотя обстоятельства, которые вынудили, они носят, конечно же, характер тяжелый. Тем не менее, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо вам. Просил бы вас не стесняться. Мы очень хотим, чтобы дети запомнили надолго их нахождение здесь, а потом часто к нам приезжали. Да. Очень рады, что мы здесь. Просто сердце болит, конечно, за наших, за мужей, за родителей. Очень переживаем и надеемся, что скоро вернемся домой. Хочется отметить, что у детей школьного возраста есть возможность продолжить учебу. Аслан Бжани посетил учащихся младших классов, которые занимались с педагогом в пансионате. Глава государства дал поручение создать все условия детям, которые захотят изучать абхазский язык. Как дела, ребята? Как самочувствие? Как настроение? Хорошо. Молодцы, молодцы. Вам нравится здесь? Да. Вы начинаете изучать в том числе абхазский язык? Вот потихонечку начинаете. Президент побывал и в столовой. Шеф-повар рассказал, как организовано питание. Общаемся с родителями, что нужно для детей, что они приучены как бы делать это пюре картофельное, это суп-пюре. Да, понятно. То есть... Потихонечку можете приобщать к абхазской кухне тоже, старшую возрастную группу. Хорошо. Ну, если не захотят, конечно. Хорошо. Заместитель главы столичной администрации Автандил Сурманидзе сообщил, что 16 старшеклассников пошли в 6-ю Сухумскую школу, куда их доставляет специальный автобус. Что касается детей детсадовского возраста, есть договоренность с воспитателями, которые готовы приезжать в гостиницу и заниматься с детьми. С первого дня администрация города занимаемся детьми, женщинами, кто к нам сюда приехал, кто временно здесь находится. По мере возможности делаем все условия, чтобы им тут уютно было. Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля. Еще одна группа 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находится 118 граждан Донбасса. Диана Головнева одна из них. Приехала с 5-летним сыном. Дома остались муж и мама. Муж МЧС, работает, выехать нельзя никак, служит. Поэтому нужно защищать родину. Связь есть с ними. Очень сильно бьют. Киевский район очень сильно. Там несколько районов прям конкретно, особенно возле аэропорта. Диана поблагодарила народ Абхазии за теплый прием и создание всех необходимых условий для жизни. Мне казалось, просто приютят, там все. А тут такой прием. Кормят хорошо, все для детей. И садик, и школа, и рисовать им дают. И игровую комнату специально директор нам сделал, чтобы ребенок хоть чем-то занимался. Очень хорошо. Я не ожидала, если честно, что так тепло. Вообще, на набережной тоже, когда были. Вы из ДНР, я говорю, да, мы с вами, мы держитесь, помогаю, там, кто малому там печенькой угостит, то еще что-то очень приятно, нежно. В Айтар приходят десятки писем от неравнодушных людей со словами поддержки. Чаще всего пишут дети. Их письма трогают до глубины души. Дорогие ребята из Донбасса, дай Бог, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вашим старшим никогда не приходилось воевать. Скорейшего вам возвращения домой. Матово-Баграт, город Сухум, Абхазия. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.